Расставить свет, настроить камеры и звук. Богдан Анфиногенов уже около 2 лет работает над круглосуточным интернет-телевидением на удмуртском языке Даур ТВ, что в переводе «Век столетия». Именно в год столетия государственности Удмуртии и запустили проект. У меня всегда была такая мечта создать круглосуточное телевидение на удмуртском языке. С 2014 года примерно появилась эта мечта, потому что, в принципе, его не было и нет. То есть у нас есть какое-то время эфира региональное на удмуртском языке, но только несколько часов. Ни радио, ни телевидения нет. Начинал Богдан все в своей квартире, а потом появились и студия, и оборудование. К проекту присоединилась молодежь. Ведущие — это все энтузиасты, они приходят просто без денег, то есть никто им не платит зарплату, у нас нет ни стилистов, ни гардеробщиков, то есть вообще никого. Сейчас команда работает над контентом, который набирает десятки тысяч просмотров. От прогноза погоды на удмуртском языке и программы о красоте до юмористических дебатов и хит-парада клипов. Музыка в жизни Богдана занимает важное место. Увлекся он творчеством еще в детстве. Где-то в старших классах, в 10 классе мы создали рок-группу. Вначале у нас в Малой Пурге пели песни Виктора Цоя, на русском языке. Выступали в школе, в клубе, то есть это был первый мой музыкальный опыт. А потом несколько популярных в удмуртской среде музыкальных проектов. Богдан выступал и в рок-группах, и сольно. Тексты к песням писал сам, так как еще в 8-летнем возрасте увлекся поэзией. В 2008 году, как я уже говорил, я переехал в Ижевск, познакомился с какой-то новой удмуртской культурой, которая именно тогда, в 2008 зародилась. Она на меня подействовала очень сильно. Я начал учить язык, мне стало прямо стыдно перед самим собой, почему я в 18 лет не знаю языка. Купил словарик удмуртско-русский, то есть начал запоминать, читать все эти слова. Как-то спонтанно получилось так, что я начал писать стихи с использованием удмуртских слов. А еще среди проектов Богдана группа «Удмурт-Кулбурчи» в социальных сетях, где молодые поэты республики делятся своим творчеством, и перевод ВКонтакте на удмуртский язык. Впереди у Богдана новые проекты и идеи, которые точно помогут развивать родную культуру и выводить ее в интернет-пространство.